Приветствую, как ты? Как слышно? Ну, включайте. Алло, О, как слышно? привет, Как видно, привет. как слышно? Хорошо, меня хорошо видно, да? Да, все в порядке, да, все Привет, нормально. хорошо Ну, только слышно? что, только что я видел, значит, Андрея Корешкова. Я так Да. понимаю, что он драться на турнире Беллатор не хочет. Как ты вообще к тебе в голову пришла эта идея? И делали ли вы какие-то шаги? Предпринимали ли вы, ну, в Беллатор, может, твои менеджеры звонили или что-то такое? Да, салам алейкум всем в первую очередь. Да, мы уже давно хотим уже выступать в Беллатор. Так что появился такой шанс, я думаю, ну, как бы, если вы состоите, то хорошо было бы, да, конечно. Да, мои менеджера там связались, я не знаю, что там, что им говорили, пока ничего не известно. Мгм. Ну, Андрей, я так понимаю, Yes. драться не будет. То есть, знаешь, он уже с мыслью о том, что бой вообще его не состоится ни с кем, он уже, я так понимаю, смирился с этим. Ну, если смирился, то что делать-то? Что не делаем? Слушай, а как бы ты вообще, вот потенциально, да, вот условно ты сейчас выходишь на замену, да, например, с Корешковым, как бы ты свои шансы оценил? Не понял. Тебя что-то А, зависает. да, вот смотри, ты выходишь на замену в Беллатор, дерешься с Корешковым, Да. ну, допустим, да, как ты свои шансы оцениваешь? Ну, я свои шансы хорошо оцениваю. Я тоже с хорошими ребятами тренируюсь, с хорошими ребятами, с бойцами UFC, с бойцами Bellator я тренируюсь, с ними спаррингуюсь. И я ничем не отличаюсь от них. Я, как говорится, не уступаю им тоже. Мы с ними тренируемся, боремся вместе. Конечно, это бои, я всегда в себе уверен, я никогда не отказывался никаких соперников и никаких вызовов. И это тоже для меня, если будет, то это новый вызов. Я буду драться с любым. Мгм. Нормально? Алло. Да-да-да, я здесь, все нормально. Ты как, нормально слышно? Да, нормально слышно, что-то с вашим интернетом что-то У меня все, происходит, что ли. у У меня меня все все, нормально. у меня точно все элитно. Ну, я проверил сейчас с подписчиками, они говорят, у меня все окей, у тебя чуть подлагивает, это называется. Вот. Ну, давай попробуем, там посмотрим, как получится. Как ты оцениваешь свою форму, свою готовность? Если ты получаешь бой через неделю, условно, физически ты готов на все 3 раунда? Да, конечно, я готов, конечно, на все 3 раунда. Я всегда готов, как говорится. Я уже готовился, у меня, может быть, скоро будет защита от боя, да, вот, как говорится. Мгм. У меня еще не определился бой, но хочу защищать свой пояс, если, иншаллах, все хорошо будет. А так, мы тренируемся, держим себя в форме. Лига тебя готова отпустить? То есть ты с ними общался как до того, как ты опубликовал пост и предложил Корешкову бой? Нет, честно говоря, я с ними не советовался, но я думаю, что наши братья, они меня отпустят. Это же хороший шанс выступать в другой лиге, конечно. Это и тоже как бы боец UFC, чемпион UFC выступает в Bellator и с таким хорошим, мощным соперником, я думаю, они тоже не откажут. Ну, пока что ничего не известно же. Лучше им ничего не говорить тогда. Просто 600 человек смотрят этот эфир, и тысячи видели твой пост. А так лучше пока ну, не сообщать, правильно. Ну, Не, если согласился бы, да, потом можно было мгм, я говорить. понимаю. Слушай, Ну, а я ты не думал думаю, о том, мои что... старшие братья уже сказали, но мне об этом ничего не говорили. Я думаю, они тоже уже знают. Слушай, а ты не думал о том, что многие, да, что-то опять у тебя притормозило? Есть такое. Вот, ты вернулся. Как слышно? Да-да-да, нормально, нормально.
Во, вроде сейчас получше. Ты не думал о том, что люди скажут, зачем тебе Беллатор, если у Хабиба есть связи, и ты можешь подписаться в UFC, например, через Хабиба, или в контендер? Да, ну, в основном, вот видите, да, вот у нас самые лучшие фанаты, да, вот есть, да, вот, ну, как говорится, всему свое время. Мгм. Если придет время, обязательно. Пробуем еще раз хуйню. Как ты? Как слышно? Нормально, нормально. Мы с тобой Я сейчас закончили на том, перезагрузил что... интернет. Я думаю, тебе нормально. Да-да-да, вроде хорошо. Мы с тобой закончили на том, что люди могут сказать, зачем тебе этот Беллатор, через Хабиба подпишись в UFC или в контендер. Что с Хабибом? Плохо Ну, слышно. что у Хабиба есть связи, и он тебя может в контендер или в UFC подписать. Да, это было бы очень хорошо. Конечно, еще из Таджикистана никто не подписался в UFC. Мгм. Если такая возможность будет, почему бы нет? Это хорошо было бы. Я к тому, что ты не поторопился ли с тем, что сказал, что готов в Беллаторе драться? Или можно было бы подождать, и ты получил бы, может быть, в контендере в том же возможность? Ну, не знаю, может быть поторопился, может быть нет. Но Корешков это очень хороший, самый лучший боец, я думаю. Он чемпион Беллатор. От такого соперника тоже отказаться нельзя же. Да, да, тоже правильно. Корешков. А есть какие-то варианты, с кем ты будешь защиту титула делать? Тебе предлагали что-то, может быть, уже в UFC? Нет, пока что ничего не известно. Сейчас вот послезавтра, я думаю, да, вот Шелеменко с Артуром будут драться, а потом уже, я думаю, точно выяснится, кто с кем, когда. Угу. Приглядываешься и к тому, и к другому, да, я так понимаю. Да. И к тому, и к другому мне без разницы. С любым. Как ты Главное думаешь, драться. как закончится их бой? Я не знаю, честно говоря. Они оба ударники, я думаю, рубка будет в основном. Угу. У Артура, ты Артуру даешь шансы? Я не думал об этом, честно говоря. Шансы у всех есть. У Артура тоже тяжелые руки, тяжелые ноги. Удары у него очень тяжелые, да. Вот. Если попасть хорошо, то, конечно, у Артура тоже шансы есть. Это бои же. С одного удара можно решить все. Угу. Но технически, да, Кто, допустим, Шлеменко ну, кто выигрывает. свое, ну, посмотрим, кто свое навязывает, да. Угу. Кто, у кого что получится. Угу. Ну, смотри, технически Шлеменко выигрывает. И мы от тебя ждем пост, да, где ты, допустим, да, где ты или сторис, где ты говоришь, я готов драться со Шлеменко. Ну, если лига предложит Сашлемику, то я буду драться без проблем. Я к тому, представляешь, такая это самая последовательность. Сначала ты мог подраться с Корешковым, и его вызвал. Потом, ну, Шлеменко выиграл, ты написал, что готов со Шлеменко. То есть, в принципе, со всей командой Шторм ты подрался бы так. Наверное, не со всей командой Шторм, но, конечно, это может быть, конечно. Виртуально, конечно, да, пока не реально, а так пока. Желание Да, есть. Пока есть конечно. желание. Да. Слушай, насколько тебя устраивают условия, которые в Eagle FC, ты чемпион, а насколько у тебя там, ну, большой гонорар, скажем так? Ну, я думаю, это новая лига, начинающая лига. Сейчас таких больших гонораров нету. Но я думаю, постепенно и у них тоже хорошо будет. Мгм. Я к тому, что, ну, У достаточно ли всех тебе свои этого? контракты, да, вот. Мы тоже по контракту двигаемся. Мгм. Достаточно ли тебе этого гонорара, чтобы между турнирами, ну, жить комфортно? Нет, этого недостаточно. Это, конечно, мало, но в любом положении, альхамдулилля, короче. Мгм. А ты сейчас в Москве, да, постоянно, ну, и тренируешься и живешь, собственно говоря? Да. Я сейчас в Москве уже почти месяц уже я здесь тренируюсь сейчас. Помогал
ну, тренируюсь с ребятами, с Шарафом, с Шарафом, Лават Муродовым помогал, тут поработали с ними. Мгм. Сейчас хорошие ребята, с Роман Копыловым тоже поработали, но сейчас помогаем друг другу, да, вот с зала тренировки, тренируемся. Мгм. Шараф, кстати, дерется на том турнире Беллатор, где потенциально мог бы подраться ты. А, Да, да, да. Как ты его готовность оценишь? Ну, Шараф сейчас в хорошей форме, он очень хорошо потянул, я думаю, физически и психологически он будет готов. Посмотрим. Слушай, сейчас как не придешь в Москве на турниры или где-то, ну, на территории России, если там кто-то дерется из Таджикистана, в зале просто, ну, я не знаю, как есть какое-то слово, которым можно это определить, но назовем это, ну, тайфун, я не знаю, ну, как еще можно, что можно еще сказать. Ты, когда при таком количестве публики выступаешь, какие у тебя ощущения? Ну вот, ну вот видите же, вот с одного поста э, столько там шумиха поднялось, это все Да. благодаря нашим этим болельщикам, нашим ну, землякам. В первую очередь хотел сказать им спасибо, что я их всех люблю. Как говорится, у нас очень самые лучшие болельщики, я думаю, это в Таджикистане. Турнир Eagle FC у тебя на родине. Это реальность, как ты думаешь? Ну, насчет этого пока ничего не известно. Сейчас в организации ГЛФС у нас уже два чемпиона. Если такая возможность будет, и два чемпиона, если будут защищать свои пояса в Таджикистане, то я думаю, это вообще бомба будет, серьезно. Да, представляешь себе эту арену в Душанбе? Да, конечно, у нас вообще, вообще, я думаю, самый лучший турнир будет там. Понимаем. А ты когда-нибудь, кстати, ну я не детально просто знаю твой рекорд с точки зрения того, где ты дрался. Ты на родине выступал когда-нибудь в профессиональной карьере? Да, 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 у меня первый бой, я думаю, первый бой у меня в Таджикистане был тогда. Мгм. То есть сейчас фактически, да, ты можешь потенциально провести, ну уже будучи известным человеком, бой на родине. Так лучше будет. То есть как чемпион по факту. У вас что-то плохо слышно, Игорь? Так, вот сейчас. Сейчас как? Да-да-да, нормально. Что вы сказали? То есть я говорю, что ты можешь фактически уже подраться, будучи известным человеком на родине. То есть если будет такой турнир в Таджикистане, мне кажется, тебе лучше на улицу даже не выходить. Ну, из машины в дверь, из двери в машину. Вот такая, мне кажется. Ну, да-да-да, такая тоже может быть, но если было бы, очень хорошо бы. Мы все ждем вот этого. Если будет, то вообще бомба будет, серьезно. Да, тем более, что ММА легализован в Таджикистане, я так понимаю. Сейчас там турниры первые проводятся, любительские в первую очередь. Я думаю, что рано или поздно до Душанбе дойдут и профессиональные лиги. Обратно, собственно говоря. Да, может, рано или поздно уже допускается в турнире. Я думаю, будет турнир по-любому в Таджикистане. Мгм. Слушай, ты когда на родине? Мне кажется, одни из основных, ну, вот этих людей, которые советуют что-то, подсказывают, это гаишники, как правило, бывают. Бывали у тебя случаи, когда тебя останавливали где-то? Так, что-то тормознуло. Придум, возвращайся. Это важный разговор про гаишников. Мы никогда его не упускаем из виду. Гаишников всегда видим. Так, друзья, как меня слышно? Придум, Алло. возвращайся. Есть еще два важных вопроса. Я не Значит, знаю, что происходит с интернетом, но очень ну, тупит. бывает такое, штормит. Ничего страшного, у всех бывает. Значит, главные советчики, как я это знаю, да, это на улицах, когда тебя гаишник останавливает и начинает тебе, ну, допустим, тебе объяснять, что у тебя там борьба, проблемы, там, с дыхалкой проблемы, надо в горы сбегать, и то все пятое, десятое. У тебя бывали такие случаи, когда тебя на улицах останавливали, гаишники начинали говорить, вот там в том бою кончился бензин у тебя, там еще такое все. Да, и мне тоже такие вещи говорили, но
они в основном не понимают, что за тренировки мы тут проводим, какие тренировки мы делаем, да, вот. Ну, они же не понимают, на такие вещи я не обращаю внимания. Но ты улыбаешься, да, наверное? То есть ты уже нормально на это реагируешь. Это не хейт какой-то, а ты думаешь, ну, я понял, окей. Да, я понял, я говорю, давай, все, исправим, все. Можно вот это говорить и все, закончить, да. Да-да, в следующий раз исправлюсь, обещаю. Ну, вот это. Да, 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 да. На улице часто узнают, когда домой возвращаешься? Да, вот, альхамдулилля, уже часто узнают, все знают, как говорится. Звездой себя Сфоткаются. чувствуешь? Нет, конечно, дома всегда хорошо. Почему? Как чувствовать? Ну, то есть тебе внимание, это, ну, для тебя нормально. У тебя нет, знаешь, такого, как есть ребята, которые говорят, нет, мне лучше не надо это внимание, я скромный человек, лучше, чтобы меня, ну, чтобы жизнь была спокойной. Вас плохо слышно, Игорь. Вот, давай еще раз. То есть тебе внимание людей, это, ну, для тебя это нормальная история, потому что я знаю ребят, которые говорят, да нет, мне это внимание людей не нужно, мне лучше, чтобы жизнь была спокойной, и меня никто не трогал, и я дальше жил, как жил. Игорь, брат, у меня вообще нет плохое, вас вообще плохо слышно. Все, Я слетел думаю, чуть интернет. да, 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 да. Во, Меня вот вообще, сейчас я не как? знаю, это впервые так... Да, вот Не сейчас переживай. нормально, да. Вот. А для тебя внимание фанатов, людей, это нормальная история? То есть ты комфортно себя чувствуешь? Или ты, наоборот, думаешь, что, блин, зачем мне это нужно? Лучше бы жил спокойно, закрытой жизнью, и меня никто не трогал. Нет, 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 я нормально отношусь к таким. Ну, все нормально. Я на такие вещи не обращаю внимания. Главное, то, что я хочу, то, что я, как говорится, у меня свои цели, да, вот мне надо добиться. Я думаю об этом, а остальном я не думаю, честно говоря. Мгм. Какие у тебя ощущения, когда ты выходишь в октагон, и у тебя за спиной флаг твоей страны? Что ты ощущаешь в этот момент? Я за собой гордость ощущаю, конечно. На таком турнире, ну, в главном карде, конечно, это моя гордость поднять свой флаг, да, вот. И в ваших аренах, конечно, это для меня гордость. Я, как говорится, мне нравятся такие ощущения, да, вот. Выйти, Мгм. драться. Понимаю. Что у тебя дома творится, дома на родине, когда твой бой? Так, чуть подлагивает.